Несколько сотен человек собирались в центре Киева на акцию «Фри Азов». Целью родственников пленных защитников Азовстали является напоминание: в российском плену до сих пор находятся украинские военные. Во время последнего обмена среди военнопленных освобожденных не было ни одного азовца. 600 дней РФ скрывает состояние и местонахождение более чем 9 сотен бойцов. С вами Нехта. Все самое важное и интересное на этот час. ВСУ уничтожили под Мариуполем наполовину построенный железнодорожный мост оккупантов. Теперь запуск прямой железной дороги из России закрыт надолго. С прилавков магазинов российских регионов следом за яйцами начало пропадать мясо курицы. Виновата мировая куриная закулиса. Виден был картельный сговор. Главой Евросовета может стать Орбан. Шарль Мишель решил досрочно покинуть пост председателя Евросовета и баллотироваться на выборах в Европейский парламент. Хотя шаг Мишеля является правильным с юридической точки зрения, он оказывает дополнительное давление на европейских лидеров. Доброе утро, дорогие подписчики! Не проходите мимо. Если вы нас смотрите сейчас, поставьте лайк этому видео. Ваша активность говорит YouTube о том, что мы вам интересны, и это очень поможет продвижению наших роликов. Итак, врываемся в новости. На протяжении последних суток российская армия обстреливала Херсон и окрестности. В городе постоянно раздавались взрывы, сообщают местные власти. В результате одного из обстрелов несколько человек ранены, двое из них попали в больницу. Под ударом были частные дома и один из рынков. Мы побежали в бомбоубежище, пережидали. Потом вызвали скорую, скорая приехала, забрала мужчину и еще кого-то. 2 человека погибли. Молодую женщину убил снаряд в собственном доме. 62-летний мужчина был ранен в центре города и через пару часов умер в больнице. Несколько населенных пунктов Херсонщины остались без света. Для восстановления света в Херсонской области работает 5 бригад. Это 10 рабочих и 5 единиц техники. За прошедшие сутки энергетики выполняли аварийно-восстановительные работы на линиях, питающих Высокое, Большую Александровку, Херсон и Нововоронцовку. Над восстановлением изуродованных российскими ударами зданий в Херсоне работали 28 рабочих Херсонской областной коммунальной аварийно-спасательной службы и ГСЧС. ВСУ уничтожили под Мариуполем наполовину построенный железнодорожный мост оккупантов в районе села Гранитное. Также взлетели на воздух цистерны с топливом и инженерный транспорт армии РФ, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Мост должен был соединить оккупированный Мариуполь с российскими городами для решения проблем с логистикой у захватчиков армии РФ и снизить зависимость от Крымского моста. Теперь запуск прямой железной дороги из России закрыт надолго. В качестве бонуса из-за сильной попытки россиян сбить Кару Небесную установили местонахождение новых батарей ПВО в Мариупольском районе. Координаты уже переданы соответствующим службам. Отдельно хочу поблагодарить наших смельчаков из мариупольского сопротивления и жителей Мариупольского района, которые, несмотря на смертельный риск, получили доказательства и обеспечили сопровождение к ликвидации важного военно-логистического инфраструктурного объекта. ФСБ России заявили, что нашли агента ГУР Украины, который поджег Су-34 на аэродроме в Челябинске. Им оказался 16-летний школьник-чеченец из Дагестана. Тракторозаводской районный суд Челябинска арестовал парня на 2 месяца. Его хотят посадить на 20 лет. Подростка задержали 5 января. Силовики утверждают, что он действовал по заданию украинских спецслужб. Напомню, что бомбардировщик сгорел 4 января, о чем сообщала украинская разведка. Более 100 жителей Белгорода эвакуировались в Старый Оскол из-за обстрелов. По словам губернатора Гладкова, белгородцы размещены в комфортабельных и безопасных номерах. Им всем выдали продовольственные наборы, провели анкетирование, чтобы узнать об индивидуальных особенностях, организовали 3-разовое питание и предоставили возможность обратиться к медикам. Разве что еще антистресс-игрушки не выдали и красной икрой не накормили. Напомню, что ранее жителей Шебекина размещали в спортзалах и вывозили из опасного региона за деньги. Непонятно, почему эвакуация идет в
Старый Оскол, который находится в целом в том же регионе, или в Воронежскую область, да, которая тоже является, которая тоже недалеко от боевых действий и от украинских городов, да, на самом деле. Почему не перевозят в другие регионы, которые дальше? Мне кажется, что это некоторое безрассудство. Но так или иначе, да, вновь Белгород под угрозой, под ударом, и к этому россиянам надо привыкать. Не очень понятно, на что люди, которые живут в приграничье, да, на что они, собственно говоря, в целом рассчитывают. Давайте не забывать и про заходы ДРГ в этот регион, и про то, что были столкновения и в Таволжанке, и в Шебекино. И тогда удивительным образом, я бы хотел напомнить, люди в России не особо как-то реагировали на те события, которые происходят в этом южном, богатом, да, сельскохозяйственном, мясном, кстати, регионе. С прилавков магазинов российских регионов следом за яйцами начала пропадать и курица. С пустыми полками столкнулись жители Екатеринбурга, Самары, Челябинска и Ульяновска, сообщают местные СМИ. На полках магазинов не стало куриных бедер, крыльев и грудки, в то время как говядина и свинина остаются в наличии. По словам местных жителей, такого роста дефицита ранее не было. При этом Минсельхоз заявил, что проблем с поставками курицы нет. С середины 2023 года в России начали расти цены на курицу, следом пошли яйца. Бьют рекорды цены продукции в аннексированной Донецкой области. Главарь так называемой ДНР Пушилин назвал это картельным сговором, происки куриной мафии, не иначе. Допустим, антимонопольная служба в рамках подорожания куриного яйца, то есть у нас в России подорожало, но у нас были еще выявлены признаки, еще более высокая цена, поэтому виден был картельный сговор, то есть потому что завышение единомоментно произошло, то есть и процентное соотношение то есть было, поэтому заведены были дела, и сейчас проходят, скажем так, все проверки. Главой Евросовета может стать Виктор Орбан. Шарль Мишель решил досрочно покинуть пост председателя Евросовета и баллотироваться на выборах в Европейский парламент. Должности главы Евросовета и члена Европарламента нельзя совмещать. А если лидеры ЕС не выберут преемника, то временным главой Евросовета на полгода станет премьер Венгрии. Издание «Политика» отмечает, что решение Мишеля создает дополнительное давление на европейских лидеров. Сценарий бесконтрольное правление Орбана в Совете Безопасности в течение 6 месяцев сразу после европейских выборов 2024 года является одним из тех, которых большинство из других 26 лидеров стран ЕС отчаянно пытаются избежать. Хотя шаг Мишеля является правильным с юридической точки зрения, он оказывает дополнительное давление на европейских лидеров, потому что у них обычно есть больше времени для маневров во время дележа высших должностей, которые всегда происходят после 5-летних выборов в ЕС. Армия обороны Израиля объявила о завершении демонтажа структур Хамас на севере сектора Газа. Как пояснил официальный представитель Цахал Даниэль Хагари, он состоял из 5 задач: ликвидации командиров, наземную борьбу с боевиками, сбор разведданных, уничтожение ракет, оружия и мест их производства, а также уничтожение подземных тоннелей. Хагари отметил, что все эти цели в разной степени были достигнуты на севере сектора Газа. Сейчас мы сосредоточены на ликвидации Хамаса в центральной и южной частях сектора Газа. Мы будем делать это по-другому, тщательно, основываясь на уроках, которые мы извлекли из боевых действий. Территория центрального региона густонаселенная и содержит много террористов, а в Хан-Юнисе есть подземный город с обширными туннелями. Мы применяем уроки, которые мы вынесли, и продолжаем разрабатывать более творческие способы для борьбы в этом районе, для уничтожения террористов, уничтожения террористической инфраструктуры и оружия над и под землей. Это займет время, боевые действия будут продолжаться в течение 2024 года. Ракеты, наполненные водой вместо топлива. Нет, речь сейчас не о налоговнетах Путина. Разведка США заявляет о огромных масштабах коррупции в китайской армии, пишет Bloomberg. Поэтому Си Цзиньпин вряд ли может решиться на участие в крупных боевых действиях в ближайшее время. За последние полгода на взятках в КНР попалось больше 10 высокопоставленных чиновников Министерства обороны. В армии Китая прошли крупнейшие в современной истории чистки. Под них,
скорее всего, попал и министр обороны Ли Шанфу, находившийся на этом посту всего 7 месяцев. На этом ставлю точку. Благодарю, что были с нами. Если вы хотите получать информацию более оперативно, приглашаю присоединиться к нашей многомиллионной аудитории в Телеграме или Иксе. Поблагодарить нас за работу можете с помощью кнопки «Спасибо» под этим видео или по ссылке в описании. До новых встреч, хороших вам новостей. Слава Украине! Живе Беларусь!